О верующий. Неверующие агностики, если нас услышат таковые в записи. Этот вопрос, он адресован всем размышляющим. С какой целью создано человечество? Каждый разумный человек, он должен понимать, для чего живет, куда направляется. Поклонение и послушание должно быть добровольным. Если оно по принуждению, то оно не приведет к духовному росту человека. В нем нет ни цены, ни ценности. Не поклоняется Всевышнему тот, кто просто подчиняется. Но в сердце его нет любви к нему. Это модно сейчас говорить, Бог в сердце и все. Не подтверждая это подчинением, послушанием, телом, конкретными действиями. Мы создали человечество, людей и джиннов лишь только, исключительно для, обычно эти люди, они узкомыслящие, да? Пустая трата времени, это модно говорить, особенно там, среди турков так говорят, да? Работа тоже поклонение. Но они обычно так говорят, когда Всевышний займет тебя, и вся твоя занятость будет никчемной, бестолковой. Ты не добьешься того, чего ты желаешь на самом деле. Так люди создали попытки, что защитить свои страны ядерное оружие, а сейчас угрожают друг другу этим, да? А это грозит вообще глобальным уничтожением всего сущего на Земле. Но! Дорогие верующие, Всевышний, Аллах Всемогущий, Он и Велик, сотворил человека в наилучшем творении. Как он об этом сам говорит в Коране. Мы сотворили человека в прекраснейшем облике. Всевышний создал все сущее на этой земле. Флору, фауну, растения, животные для человека. И подчинил все это человеку. وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Он покорил вам ночь и день, солнце и луну, звезды также покорны по его воле. Воистину в этом знамение для людей разумеющих. Всевышний создал животных, опять же, для человека. «Ла яналя Аллаху лухумаха, валя димауха». Это как раз актуальны, эти аяты для нас в преддверии Курбан-Байрама. «Валя димауха, валяки яналюху таква минкум, кадалика сахараха лакум, литукаббиру Аллаха аля ма хадакум, вабашширил мухсинин». Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха, до Него доходит лишь ваша богобоязненность. Так Он подчинил, акцент на этом, контекст об этом. Подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих добро. Алям тара анна Аллаха сахара лакум. ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Разве ты не видишь, что Аллах подчинил вам все, что на земле, и корабли, которые плывут по морям по Его воле? Он удерживает небо, чтобы оно не упало на землю без Его соизволения. Воистину Аллах сострадателен и милосерден к людям. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину в этом знамение. В этом знамение для людей размышляющих. Аятов в данном контексте, их просто несметное количество, дорогие братья. Всевышний, я продолжаю далее свою мысль, Всевышний установил человека наместником на земле. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Вот твой Господь сказал ангелам, я установил, речь идет про Адама, про отца человечества, первого пророка. Я установлю на земле наместника. Они сказали, неужели ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда, когда
Мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя. Он сказал: воистину я знаю то, чего вы не знаете, и так далее. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Потом мы сделали вас их преемниками. Речь идет про контекст, про погибшие народы, погубленные народы. И Аллах говорит: потом мы сделали вас их преемниками на земле, халяйфов, чтобы посмотреть, как вы будете поступать, что вы будете совершать. И действительно, разве не так? О верующие. Неверующие агностики, если нас услышат таковые в записи. И на самом деле этот вопрос, он адресован всем разумеющим, всем размышляющим, как это подчеркивается во всех этих аятах, которые я привел, которые завершаются: «О обладающий разумом». Разве вы не поразмыслите? Так для чего же? Для чего? С какой целью? С какой целью, о верующие, братья и сестры, создан человек, создано человечество? Каждый разумный человек, маломальский, вменяемый человек, он должен понимать, для чего он существует, для чего живет, куда направляется. В качестве примера можно привести путника. Опять же, руководствуясь хадисом, конечно, контекст там про другое. Будь в этом мире, Пророк сам говорит, словно путник. Ну, тут про аскетизм, но тем не менее. Возьмем человека путешествующего. Допустим, кто-то из вас отправился в чужой город, чужое селение, незнакомое и так далее. То есть все его действия, которые он там будет совершать, они так или иначе должны соответствовать той цели, зачем он туда прибыл. Если мы путники здесь, в этой земле, а мы должны быть таковыми. Если он приехал получать знания, то наверняка же он, наверное, погуглил, да, посмотрел, какие университеты, институты, зарегистрировался, я не знаю, снял жилье возле университета и все делает в рамках этой цели. Если он бизнесмен, то наверняка он там погуглил, да, нашел компании, какие-то организации, навел какие-то связи, рынки сбыта и тому подобное. Если он просто приехал проветриться, отдохнуть, то, наверное, он будет гуглить, смотреть достопримечательности, куда можно пойти, что тут красивое, какая история и тому подобное. Это очевидно. Точно так же глобально, стратегически в жизни человек так или иначе должен понимать, для чего, куда, зачем, почему. Он должен ответить на эти вопросы. А иначе он просто неразумный, он не размышляющий. На самом деле, ответ прост. Если мы откроем Коран, последнее руководство, данное человечеству, ответ прост, прямым текстом написан. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Аллах Субхану ва Тааля говорит: мы создали сакалейн, человечество, людей и джиннов, лишь адатуль хаср, только, исключительно для поклонения. При этом поклоняться правильно, достойно, управляя всеми ресурсами. Продолжая мысль, я с этого начал. Подчинил вам все, Он дал вам все. Он создал вас в наилучшем облике, управляя всеми ресурсами, которые Всевышний подчинил ему, поступая наилучшим образом. Что также становится, опять же, его управление, его поступки поклонением. Оно превращается в поклонение. Опять же, как это подчеркивает Аллах Субхану ва Тааля в последнем руководстве, он говорит: «Инна джа'альна ма аля аль-арды зинатан лаха линаблювахум айюхум ахсану амаля». Воистину, все, что есть на земле, мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей,
выявить, чьи деяния окажутся лучше. Табарака аллади биядихи الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Благословенен тот, в чьей руке власть, кто способен на всякую вещь, кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он могущественный, прощающий. Дорогие верующие, в этих аятах сформулировано, в этих аятах кристаллизируется мысль. Мысль о лейтмотиве человеческой жизни. Цели, которая стоит перед нами всеми. Что же такое поклонение? Махия аль-айбада. Ради которого, в широком смысле этого слова, ради которого создано все человечество, более того, на котором зиждется все мироздание. В чем суть? Какова формула данного понятия? А это есть понятие айбада, поклонение. Дали разные определения ученые. Кто-то из ученых сказал: «Хия а'ля маратиб аль-худу'i лиллахи ва тазаллюли лах». Это наивысшая степень покорности, смиренности перед ним. «Хия аль-мукаллафу», кто-то сказал: «Хия аль-мукаллаф аля хиляфи хава нафсихи та'зиман ли раббихи». Это все, что вменил Творец, Создатель, Всевышний, в противоречие, в противовес его хава, то есть его личным желаниям. Та'зиман ли раббихи, тогда как он действует, возвеличивая своего Господа. Кто-то сказал: «Хия фи'аль ла юраду бихи илля та'зим Аллах би амрихи». Это любой поступок, посредством которого человек желает возвеличить Аллаха. Кто-то сказал: «Хия исмун лима юхиббуху Аллах ва ярдаху мин аль-аквали валь аф'али валь а'мали захира валь батина». Это все действия абсолютно, посредством которых человек пытается снискать или пытается возвеличить Аллаха. Это все действия, посредством которые любимы Аллаху, которыми довольствуется Аллах. Это же и слова, и поступки, и явные, очевидные, и скрытые. Есть еще одно определение. Определение, которое ученые попытались собрать все важное и необходимое, и исключить все второстепенное. Я подробно на нем остановлюсь. Поклонение – это добровольное, братья. Добровольное, то есть не по принуждению, а по собственной доброй воле человека. Подчинение, послушание. Та чему? Воле Всевышнего. Сопровождаемое любовью сердца. Мамдзуджа биль махаббатил кальбия. Сопровождаемое, мотивированное любовью сердца. Добровольное поклонение, которое сопровождается любовью сердца. В основе которой лежит твердое знание. Аслуга аль-ма'рифа аль-якиния. Твердое убеждение, правильная акида, ведущая туфды иля саада аль-абадия. В конечном итоге ведущая к вечному счастью. А иначе зачем смысл во всем этом? Зачем человек что-то пытается сделать? Смысл в том, чтобы он обрел счастье, чтобы он в конечном итоге был доволен. Поклонение и послушание должно быть добровольным, братья. Если оно по принуждению, то оно не приведет к духовному росту человека. В нем нет ни цены, ни ценности. Поэтому не поклоняется Всевышнему тот, кто просто подчиняется ему. Но в сердце его нет любви к нему. Поэтому не поклоняется Всевышнему тот, кто просто любит в сердце. Это модно сейчас говорить. Бог в сердце и все. Не подтверждая это подчинением, послушанием, телом, конкретными действиями. И в основе поклонения лежит знание. Как на это указывал Али, рады Аллаху. Мы не можем поклоняться, по сути, иначе это будут необдуманные действия. Не знаем, для кого, ради чего.
Мы должны познать своего Господа. И с этого все начинается. Поклонение имеет степени. Поклонение личностное, айбадату, хауия. По принципу ихкак аль-хак ва ибтал аль-батиль. Когда человек утверждает истину и устраняет ложь. В той сфере, где он находится. В той сфере, где он наилучший. Если мы говорим про богатых людей, значит жертвуют на пути Аллаха. Если мы говорим про военных, значит воюют на пути Аллаха. Если мы говорим про знающих, науковцев, значит он изучает, делает новые открытия и так далее. И есть понятие такое абатату зарф, поклонение обстоятельств. Имеется в виду, если у тебя есть сын, то ты обязан его дать ему наилучшее воспитание. Семья позаботится о ней. Если к тебе пришел гость, то позаботиться о гостей и так далее. Вы можете нанизывать на эту градацию все эти примеры. Дорогие братья, поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. Я молюсь Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Астагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем, лишь Его молим о помощи и прощении. Лишь на Него уповаем. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А у кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного Всевышнего Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник. Кто-то может подумать, утверждать, особенно в современное время материи, трендов, материальности, да, что уделение времени поклонению, обычно эти люди, они узкомыслящие, да, что это лишняя трата времени, пустая трата времени. Это модно говорить, особенно там, среди турков так говорят. Да? Работа тоже поклонение. Но они обычно так говорят, когда оправдывают свое непоклонение, имеется в виду несовершение намазов и тому подобное. Но, обратите внимание, что говорит Аллах Субхану ва Тааля в священном хадисе. Инна Аллаха Тааля якуль, Всевышний Аллах говорит. На самом деле в этих словах очень глубокий смысл заложен. О сын Адама, ябна Адам, тафаррах ли айбадати. Отдайся поклонению. Амли садрак гинан. Я заполню твое сердце достатком. Емкие слова. У тебя все будет. Все, что тебе надо, у тебя будет. Гина, достаток. Ва асудду факрак. Я заполню твою, удовлетворю твою бедность, то, что в чем ты нуждаешься. Ва илля таф'аля, если же так не сделаешь, малату ядейка шугля. Если же ты этого не сделаешь, то я твои руки займу. Всевышний займет тебя, и вся твоя занятость будет никчемной, бестолковой. Ты не добьешься того, чего ты желаешь на самом деле. Если ты так не поступишь, то я займу твои руки. И не удовлетворю твою бедность. Дорогие верующие, человеческая природа человека, она заточена. Она заточена на самореализацию, на самоутверждение, на достижение значимости, своей значимости. Кто-то говорит великой значимости. Я сейчас про психологов современных особенно. И на самом деле это естественно. Коль человек сложен в прекрасном облике, и все ему подчинено. И это нормально. Поэтому, если человек любит бизнес, то он хочет стать там, миллионером, миллиардером. То есть он хочет достигать новые цели. Если он любит науку, он хочет познавать, углубляться, делать новые открытия. Если он любит управлять, править, то есть политика. Он хочет управлять все больше, потом всей страной, потом соседями, потом всем миром. Так устроен человек, такова его природа. Я еще раз подчеркиваю, это нормально, если мы говорим про основу. Но если эта природа не будет подчинена Творцу, воле Всевышнего,
то все вот эти самоутверждения, самореализация, все эти достижения, самое прекрасное, оно превратится в самое гнусное, в самое омерзительное. Да, возможно, он достигнет какой-то эйфории, да, в чем-то. Выучился, там, не знаю, стал президентом и тому подобное. Но в конечном итоге это все станет омерзительным. И это мы видим, мы можем видеть это в каждой отрасли, в каждой сфере. Так были, например, если мы говорим про медицину, изобретены технологические возможности делать операции по смене пола, оправдывая там гендерство. Это, кстати, вызов, который перед нами стоит. Я уверен, иншаллах, с помощью Аллаха, и этот вызов мы пройдем. Так люди создали в попытке, что защитить свои страны, ядерное оружие, а сейчас угрожают друг другу этим. Да? А это грозит вообще глобальным уничтожением всего сущего на Земле. Вы поняли, да, примеры эти? Примеры можете сами искать, находить в каждой отрасли, в каждой сфере. Основная же мысль только подчиняя свои желания в самоутверждении великой цели, великому Творцу-Создателю, человек может обрести счастье. И это все в контексте раскрытия понятия айбада, поклонения, ради которого человек создан. Более того, если он этого не сделает, он не станет достойным, правильным рабом Всевышнего в этой земле, каждый человек, то он будет приведен рабом, принудительно рабом приведен в судный день. И горе тем, кто окажется в таком положении, об этом, как сказал Аллах в суре Мария: «Инна кулла ман фис самавати вал арды илля ати р-рахмани абда». Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостям только в качестве раба. В этом контексте, дорогие братья, в контексте раскрытия понятия поклонения, хотел бы напомнить еще раз, я об этом говорил в предыдущей хутбе, но не здесь, о том, что мы сейчас вошли в великие дни, дни Зиль-Хиджа. Это величайшие дни, это более великие дни, нежели ночи Рамадана, нежели дни Рамадана. Именно дни, великие месяцы Зуль-Хиджа, дни поклонения, в которых есть у мусульманина возможность претворить в жизнь все 5 столпов ислама. Кто хочет поститься, эй Аллах, пророк саллаллаху постился, как можно чаще поститесь. В эти дни есть день Арафа, пост который желателен для тех, кто не совершает паломничество, хадж, пост который искупляет грехи прошлого, будущего, годов. Эверестом этих дней является величайший день в году, Аль-Адха, день жертвоприношения, в который совершается большая часть обрядов поклонения. Эти дни, про которые пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, это особо актуально сейчас, в условиях российско-украинской войны. И понимая, что такое айбада, мы лучше понимаем этот хадис. Что сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям? «Мал амалу фи аямин афдала минха фи хадихи». Нет праведных деяний, то есть поклонения в конечном итоге, в эти дни лучше, чем в какие-то другие. Имеется в виду 10 дней Зуль-Хиджа. Сподвижники спросили: «Валяль джихад?» Почему джихад? Потому что это самое сложное для человека. Вирвату санамихи. Сложно для человека идти на джихад, идти на войну. И валяль джихад? Каля валяль джихад. И даже джихад. Илля раджулюн. Ну, естественно, за исключением того, кто вышел на этот путь, хараджа юхатару бинафси, кто вышел на этот путь, рискнуя своей жизнью, ламали, имуществом, фалям ярджа бишей, факада нахбаху, фалям ярджа бишей, и не вернулся ни с чем. То есть погиб на этом пути, то есть был правдив намерению своему. Поэтому, дорогие братья, я прошу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы нас Он сделал истинными, искренними рабами своими, чтобы Он нам позволил совершить как можно больше
праведных действий, праведных деяний в эти дни. И одним из таких деяний является же, конечно же, курбан, жертвенное животное для того, у кого есть возможность.